тундре во время стоянки бочки с засоленной рыбой ставят в вырытую яму. В зимнее время мерзлую рыбу, подсаливая, едят как строганину, срезая стружками или разрезая на тонкие кусочки. Из рыб готовят рыбники, кулебяка. Их пекут на сковородке. Кулебяки готовят в форме рыбы в открытом и закрытом видах. Мы раньше готовили в тундре из красной рыбы, у нас был в основном голец с гольцом, а здесь сегодня я с филом готовила. В общем, рецепт самый наипростейший. Это вода, это соль, мука, дрожжи. Все. Начинка морожка с сахаром и рыба с солью. Коми-хозяйки включили в тундровой рацион очень важный продукт – пшеничную муку для выпечки. Без выпечки гостей не принято принимать. У хозяйки всегда наготове мука, масло, яйца. На тот момент, если приедут неожиданные гости, можно на печи быстро приготовить выпечку, блины или оладьи к чаю. Тесто в последнее время на дрожжах. Хлеб из ячменной муки называют тяпыш или каднянь. Иногда добавляют муку из высушенных рябиновых листьев, которые готовят так. Листья кладут плотно в чугунок, заливают немного воды, закрывают плотно крышкой и томят в печке. Вынув из чугунка, листья сушат на ткани, а потом размельчают. Рябиновую муку добавляют также в суп и молочные продукты. Кочующие по тундре оленеводы в последнее время хлеб возят с собой. Это сухари, костнянь или замороженный хлеб, кыннянь. Летом возят сухари, которые ранее для них специально сушат и упаковывают в мешки в местных пекарнях. Оседлые коми активно начинают использовать в пищу грибы, чак. В тундре растут подберезовики, обабки, болотники, груздь, волнушки, опята, сыроежки, лисички. Грибы варят, жарят, солят, сушат, готовят суп с грибами. Грибы в качестве начинки добавляют в пирожки. Тем не менее, грибы оленеводы особо не любят, так как у них и так мясо в изобилии. В осенний период обилие грибов добавляет работы оленеводам-пастухам, ибо олени в поисках грибов начинают разбегаться. Анна Михайловна Рочева из поселка Каратайка говорит, что чак пон шоян, гриб – собачья еда. Осенью хозяйки чумов заготавливают морожку, мырпом, бруснику, пу, голубику, голубель или чад, чернику, водянику. В местной терминологии психа. Для изменения вкусовых качеств смешивают несколько видов ягод и иногда добавляют сахар. В пищу употребляют яйца птиц. Приготовленные из яиц блюда называют кашей. В качестве напитка в коми оленеводы чаще используют чай. Заваривают иван-чай и другие травы. Дети и больные, находившиеся в тундре около оленьих стад, иногда пьют оленье молоко. Кар-улью. Нужно отметить, что коми-иженцы православные, и они даже в условиях кочевья умудряются соблюдать установленные церковью религиозные посты и готовить постную еду. Пэс шоян. Распространяется запрет на употребление мяса и рыбы. Если варят мясо, то пьют только бульон, едят разного вида каши. Перед едой говорят «Господь, благослови чойны», «Господи, благослови есть». Соблюдаются за столом определенные запреты и предписания. Так нельзя класть нож на тарелку. Мотивируют данный запрет легендой о том, что по приказу Ирода была отрублена голова пророка и крестителя Иоанна Предтечи. Первым делом гостю предлагают чай. В чуме раньше всегда стояли самовары. Однако гость должен знать, что предложение чая постепенно перетекает к другим блюдам и обильному гостеванию.